I know it starts inside of me. Oh, if I can see it, then I can be it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. Долгие усиленные тренировки, бесконечные сборки и укладки парашюта, страх, идущий об руку с адреналином. И вот он, 100-й прыжок. Виталий Березкин совершил его 26 июля в день парашютиста. Все было супер. Спасибо тоже всем ребятам, сделали небольшую группировку, так сказать. Ага. Как отмечать будете? Говорят, у вас свои традиции. Ну, будем арбузик кушать будем, да, шампанское пить, вот так вот. Хорошо, а 100 прыжков это в течение какого времени вот у вас получилось? Это с 2008 года. Этот день запомнился не только Виталию Березкину, но и всем тем, кто собрался на площадке Якутского аэроклуба отметить свой праздник. Здесь сегодня у нас происходит праздничный выезд, который начался со штатных прыжков. То есть у нас по расписанию должны были быть прыжки парашютистов-перворазников, которые прыгали на классических парашютах. Вот. А сейчас у нас праздничное мероприятие открывают парашютисты-спортсмены нашей республики. У нас прыгающих человек сегодня больше 30. Ну, если точнее, 32 человека. Это 32 спортсмена. Кроме этого, у нас сегодня то, что прыгнуло, перворазников, у нас было тоже 26 человек. Парашютный спорт не для слабых духом. Он требует физической и моральной подготовки. 2 минуты ты орел, остальное время ты ломовая лошадь. Так шутливо говорят про себя сами парашютисты. Яна Новгородцева совершила в воскресенье свой 106-й прыжок. Интересно, экстрим и адреналин, спорт, общение, обрела новых друзей, все вместе. Про свой первый раз она тоже не забывает. Помню, было страшно очень. Да, я вышла из самолета, зажмурив глаза, закрыв. Ну, а потом все равно решили продолжать. Просто это затягивает. Еще хочется больше прыгать. Совершали прыжки в тот день парашютисты, казалось, нескончаемым потоком. Самолет был завит под завязку. То и дело в небе появлялись маленькие точки. Лишь со временем в них можно было разглядеть разноцветные купола парашютов. Приземлившись, ребята не скрывали своих эмоций. Ребят, стойте. Как ощущения? Рассказывайте. Нормально. Какой по счету прыжок? 600 какой-то. 600 какой-то? Ага. А у вас? Тоже 650, по-моему, 660, что-то такое. За сколько секунд вы были в воздухе? Падение. Мы с 2800 прыгнули. 2800, да. Ну, где-то... У нас не получилось подняться на 4, потому что облака, а нам нужна прямая видимость земли. И мы по границе шли. Да? Где-то около 40 секунд. Нет, больше, наверное, чуть-чуть. Где-то под 50. Нет, 40, да. Ну, где-то так. Довольны? Конечно. Каждый прыжок всегда доволен. Елена Бочкарева, Николай Необутов, Иван Тайтонов, ЕСЕА.